приветствовать вас в залах Национальной художественной галереи ФЗМ на юбилейной выставке заслуженного деятеля искусства Республики Татарстан Равиля Габдалбашировича Загидуллина. Равиль Загидуллин – это один из ведущих мастеров изобразительного искусства нашей республики, который уже более 40 лет активно работает как живописец, график, как мастер декоративно-прикладного искусства, являя пример высокопрофессионального творчества и преданности одной большой теме – истории и культуре татарского народа. Творческий путь Равиля Загидуллина, с одной стороны, типичен для советского художника. Он учился в Казанском художественном училище, окончив его, преподавал рисование в детских художественных школах в республике, в городе Мамадыш, в школах Казани. Уже в годы учебы начал участвовать в выставках, затем стал членом Союза художников, стал работать в художественном фонде Республики Татарстан. Вроде бы совершенно обычный, типический путь. С другой стороны, вот этот путь он мог совершить, наверное, только вот как раз в ту эпоху, в которой он родился и формировался как художник, то есть в эпоху перестройки, в эпоху смены, так сказать, общественно-политической формации в 90-е годы, когда вот эта его любимая тема, тема истории, культуры татарского народа, раскрываемая им от древних времен до современности, стала вызывать очень большой интерес и стала возможной раскрываться художникам не через какие-то идеологические такие нагрузки, что было характерно для советского периода, когда вот только начинался творческий путь художника, а исходя из тех страниц истории, которые в какой-то степени замалчивались, в какой-то степени стали открываться в 90-е, 2000-е годы через многочисленные и углубленные исследования наших ученых. Художник смог раскрывать эту тему не только через академические нормы реалистического искусства, что было обязательно для художников, прошедших вот профессиональную подготовку, да, в советское время, но и вырабатывая свой индивидуальный творческий стиль, основанный на разных традициях, на разных приемах. Я о них сейчас расскажу более подробно. Да, и вот это мое вступление важно понять тоже правильно. Это не значит, что в советское время не было национальной темы, она тоже была. Она тоже активно развивалась в национальных республиках, в искусстве национальных республик, не только у нас в Татарстане, но и в других. Вот, но там был некий уклон, некий крен идеологического такого давления. А вот, так сказать, наша эпоха позволила художникам раскрываться по-новому, по-своему. И надо сказать, что вот творческая деятельность Равиля Загидуллина, она начиналась параллельно его учебе в Казанском художественном училище. Уже с 1982 года, то есть еще будучи студентом, он уже начал выставляться на выставках разного уровня, начиная от городских, республиканских, зональных и так далее. А в 90-е годы уже стал выставляться на международных и зарубежных выставках. Это тоже вот как бы некая привилегия как бы новой нашей эпохи, что художники получили выход вот на такую международную арену. В 90-м году Равиль Загидуллин стал членом Союза художников России, регионального отделения, а в 2012 году он стал членом Творческого союза художников России, тоже его регионального отделения. Ну и вот этот интересный творческий путь, продолжающийся уже несколько десятилетий, естественно, был отмечен и живым интересом зрителей, профессионалов, потому что художник, в общем-то, сразу заметили и искусствоведы, и музейщики, и уже в 80-е годы, а в 90-е и ученые, и общественные деятели. И не случайно произведения Равиля Загидуллина выставляются не только в галереях, музеях, в каких-то выставочных залах, но сопровождают очень многие издания исторического характера, посвященные вот культуре, истории
нашей республики. Вот эти достижения художника были отмечены целым рядом творческих и государственных наград. И в 2014 году Равиль Загидуллин стал лауреатом премии Министерства культуры Татарстана имени Баки Урманче. В этом же году, в 2014, он стал заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан. А в 2016 году был награжден премией Российской академии художеств и правительства Республики Татарстан имени Николая Ивановича Фешина. Повторюсь, что уже в начале самостоятельного пути Равиль Загидуллин определился с выбором художественного метода. Этот художественный метод основан на сочетании академической школы, реалистической школы, умении выстроить и линейную, и воздушную перспективу, выстроить правильно композицию, добиваясь тех задач, решения тех задач, которые он перед собой ставит. Композиции у него и статичные, когда он хочет передать покой и стабильность, и динамичные, когда он хочет передать какие-то бурные и подчас трагические события. И в то же время это и очень крепкий, хороший академический рисунок, который позволяет художнику решать широчайший спектр задач. И в то же время вот эта реалистическая основа у Равиля Загидуллина соединяется с приемами импрессионистической и постимпрессионистической живописи. И вот даже хочу прочитать цитату одного из наших известных искусствоведов Розалины Шагеевой, которая со свойственной ей образностью мышления называет Равиля Загидуллина прародителем стиля подлинного национального импрессионизма, адекватного татарскому мелизму, близким по звучанию звукам флейты, гобоя и древнего фольклорного певца. И нельзя не согласиться, двумерно, действительно работы Равиля Загидуллина как будто звучат, и хочется не только смотреть, но еще и слушать. В то же время хочу отметить, что к импрессионистам и их последователям манера Загидуллина, с одной стороны, близка по формальным признакам, потому что он накладывает краски подчас отдельными мазками, практически правильной круглой формы, иногда продолговатыми мазками, чистыми, не смешанными на палитре красками, которые в соответствии с оптическими эффектами, с законами оптики должны смешаться в глазах зрителя. Да, это вот такой импрессионистический подход. Но с другой стороны, в отличие от импрессионистов, художник ставит перед собой другие задачи. Он использует вот эти оптические эффекты не столько для передачи изменчивой световоздушной среды, мимолетных впечатлений, что было характерно для импрессионистов, да, сколько для создания такой фактурной, очень декоративной живописной поверхности, словно отражающей переливы самоцветов татарских ювелирных изделий, полихромии, татарского искусства вообще, орнаментальность, присущая татарскому искусству. То есть он очень национальный художник, не только по теме, но еще по живописной манере, что на самом деле очень важно, очень дорого стоит. Ведь напомню, что у татар по сути, до 20 века не было живописи как таковой, да? Не было изобразительного искусства. Религиозные запреты по изображению человека и животных у татар соблюдались очень-очень строго, в отличие от многих других мусульманских стран. И Равилю Загидуллину, который шел вслед за целым рядом своих предшественников, художников, живописцев, и графиков, и скульпторов 20 века, выпала на долю, на творческую его судьбу такая важная миссия формирования татарского изобразительного искусства, национального в своей основе, не только по содержанию, но и по своим художественным методам. Да, отмечу, что, наверное, такой первый успех как художника Равиль Загидуллин испытал на такой знаковой для нашего искусства выставке 1986 года, посвященной столетию со дня рождения Габдуллы Тукая. На ней наш художник выставил серию работ воспоминаний о Карлае, который буквально поразила публику
своими разнообразными качествами, и темой, и своеобразием ее решения, и удивительно вот этой манерой живописной, в которой внимание к деталям, выписывание вот самых мелких деталей и пейзажей, и предметов быта, и одежды сочетается с удивительно цельными художественными образами, которыми удается создать художнику. И надо сказать, что именно вот в миниатюрных форматах, ну почти миниатюрных, в этих миниатюрных форматах другой наш известный искусствовед Дина Каримовна Валеева увидела тоже вот это вот национальное качество творчества художника. И тоже хочу вот прям процитировать. Увидела в этом особенность татарского традиционного искусства. То есть невеликими размерами, как она пишет, изделий, вышитых платков, полотенец, шамаилей, которые приучали глаз зрителя к созерцанию малых форм, композиций, к тщательному разглядыванию узоров и украшений. И вот Равиль Загидуллин, по ее словам, вольно или невольно уловил эту сторону психологии татарского народа и в его отношении к искусству и воплотил это в своем творчестве. И очень удачно, что вот экспозиция живописных произведений Равиля Загидуллина в Хазине, в галерее Хазине, дополняется предметами татарского декоративно-прикладного искусства, которые представлены в витринах. Это и ювелирные изделия, это и вышитые татарские полотенца, это и ичиги, это и керамика, это и деревянная резьба, это и книги, и так далее, и так далее. Все это служит своеобразным камертоном к выставке вообще и к творчеству художника в целом. Как бы такое созвучие гармоничное вот этих предметов прикладного искусства и произведений, я думаю, каждый из вас почувствует, увидит и услышит даже. Да? И хочу сказать, что на самом деле вот где-то уже в 2000-е годы, наверное, в 90-е, в конце 90-х, манера художника немного изменилась. Вот здесь вы видите эти работы. Она стала более гладкой. Художник как бы ушел вот от этих импрессионистических приемов или стал их применять реже, как бы так локально для передачи там, цветистости лугов, пышности деревьев, густоты лесов и так далее. Но мы, тем не менее, все равно и в этих работах узнаем руку Равиля Загидуллина. Безошибочно мы видим, что это один и тот же художник, который просто применяет разные художественные приемы. Потому что вот в основе своей художественная система осталась та же. То есть вот это вот сочетание реализма с декоративизмом, ну и сама тема, она тоже заставляет нас безошибочно угадывать руку Равиля Загидуллина. Ну и хочу сказать о том, что вот все эти многочисленные работы, здесь, конечно, только часть произведений, созданных за эти десятилетия, представлена. Вот эти многочисленные работы условно можно разделить на 3 большие цикла, которые соответствуют 3 эпохам истории татарского народа. Это цикл, связанный с древнебулгарской историей, это цикл, связанный с Казанским ханством, и цикл, который условно художник назвал «Наша деревня», и по сути он посвящен вот тому традиционному быту татарской деревни, вообще татарского народа, который сложился к XIX веку, по сути, ну, вплоть до начала XXI века продолжал сохраняться в жизни и в укладе татарской деревни, татарского народа. И многие из вас, особенно люди старшего поколения, наверняка, глядя на вот эти сельские пейзажи Равиля Загидуллина, узнают деревни своих бабушек, там, тетушек, своих родственников, в которых наверняка каждый из вас бывал.
Но вот, к сожалению, современная молодежь может только какие-то отголоски, наверное, подчас этой традиционной деревни увидеть, потому что современные материалы, современные формы, к сожалению, вытесняют этот традиционный деревенский дом с его резьбой, с его полихромной раскраской. И вот Равиль Загидуллин в своих работах как будто вот сохраняет идеальный образ татарского мира, причем вот как бы вот разных его эпох, и как будто бы хочет ставить его сохраниться, вернуться, и ведь на самом деле это возможно сохранить этот традиционный уклад, не дополнить его и современным комфортом, современными техническими достижениями. Надо сказать, что ряд работ, вот цикл «Наша деревня», он как раз наполнен вот этими современными приметами. Почтальон, который стоит рядом с бабушками в совершенно традиционных каких-то одеждах, там, велосипед у мальчика, который там катится по улицам деревни. И это все не противоречит вот этому традиционному укладу и является какой-то его такой частью. Ну и хочу отметить еще такую сторону творчества Равиля Загидуллина. Это его работы в технике и в жанре шамаиля, традиционного для татар жанра, который перестал развиваться в советский период, да, но Равиль Загидуллин работает в традиционной технике живописи на стекле, которая была очень распространена вот в татарских домах, и в городских, и в сельских. И у него есть шамаили, как бы двух, скажем так, видов. Собственно, шамаили, то есть изречения из Корана, которые сопровождаются какими-то изображениями мусульманских святынь, мечети и так далее. Да, то есть это самый традиционный шамаиль, вы их увидите в следующем зале. И в то же время есть шамаили, которые, даже их нельзя, наверное, назвать шамаилями, а такие панно выполнены в этой традиционной технике, чисто орнаментальные, воспроизводящие узоры татарского декоративно-прикладного искусства и как бы воспроизводящие и общевосточные такие узоры, создавая такие декоративные панно, которые призваны украшать наши интерьеры.